Уважаемые телезрители, в эфире передача «Дискуссия», и сегодня в студии участницы конкурса «Ах, какая женщина». Напомню для телезрителей, что конкурс «Ах, какая женщина» состоялся в Камрате 22 марта. В нем приняли участие 8 участниц из Камрата, Кирсова, Кангаза и из других сел нашего региона. Всех участниц конкурса пригласить в нашу студию мы не смогли, но представить вашему вниманию репортаж и еще раз вместе с нашими участницами вспомнить, как проходил конкурс «Ах, какая женщина», такую возможность мы представим вам прямо сейчас. Итак, смотрим репортаж. Говорят, некрасивых женщин не бывает. В каждой женщине есть прекрасные черты. Женщина – это источник вдохновения. Насколько прост и в то же время сложен мир женщины, смогли удостовериться камрачане, которым посчастливилось стать зрителями конкурса «Ах, какая женщина». Возрастной ценз наших участниц – 30 лет. И это все, что мы можем сказать в отношении этого деликатного вопроса. Могу добавить, что конкурс содержит в себе 3 тура, а в качестве судей в зале присутствует самое объективное жюри, В составе которого, прошу заметить, только мужчины. Каждая из 8 участниц конкурса приготовила визитную карточку о себе, продемонстрировала свои творческие таланты и удивила авангардным костюмом из подручных материалов, выступив в нем в каком-либо образе. Все участницы получили номинации и единодушно отметили, что конкурс принес им массу положительных эмоций. Говорят, у женщины есть три возраста: молодость, вторая молодость и вечная молодость. Получила много экспрессий, много эмоций, приобрела новых подруг. Огромное удовольствие получила. От репетиции, в основном от концерта. Было очень легко участвовать и получили массу эмоций. Даже вот с девчонками за кулисами пожалели о том, что это все так быстро закончилось. Мы требуем продолжения, мы хотим еще участвовать, радовать своими талантами. Уметь быть красивой – это целое искусство, которое женщины пытаются постичь за всю свою жизнь. И оно касается не только внешности, но и душевной красоты. Итак, гости в нашей студии. Наталья Димча, победительница в номинации «Ах, какая экстравагантная». Ольга Третьяк, победительница в номинации «Ах, какая шикарная». Наталья Автутова, победительница в номинации «Ах, какая гламурная». И Екатерина Дереволкова, победительница в номинации «Ах, какая креативная». И организатор мероприятия, методист Дома культуры города Камрат Олеся Барладян. Здравствуйте, я рада вас приветствовать в студии АТВ. Наверное, начнем с того, что участвовать в конкурсе, наверное, это смелый шаг. Но надо обладать не просто смелостью, но и определенным талантом, я так думаю. Поэтому я думаю, что у вас и те качества, и эти качества есть. Поэтому скажите, страшно было на сцене выступать?
Нет, на сцене не было страшно выступать, потому что я не в первый раз выступаю на сцене, это первое. А второе, уже на сцене как-то думаешь о том, как все, ничего не забыть, как красиво сделать, как понравится, как самой получить удовольствие. Мне не было страшно на сцене. Не терялись, увидев полный зал зрителей? Иногда на сцене даже приходит какое-то новое решение, какое-то интересное решение, поэтому смотришь в зал, смотришь в глаза, хочется людям понравиться, людей развеселить, поэтому, не знаю, у меня такого не было. Наталья, вы как себя чувствовали? Темный зал вас не пугал? Нет, я признаюсь, что тоже не впервые на сцене. Та эмоциональная волна, которую я получала в ответ от зрителей, она вдохновляла, дарила больше уверенности, хотя волнения не было. Я получала удовольствие от каждого мгновения, каждой секунды, которую я проводила на сцене, поэтому я получила массу эмоций и океан различных чувств. Ну, я, наверное, как и девочки, тоже не первый раз на сцене, наверное, так и есть, но, честно говоря, волновалась очень. Волновалась, наверное, потому что на камрадской сцене я первый раз. Наверное, потому что вообще каждый раз, выходя на сцену, очень волнуешься. Это была необычная для меня роль. В принципе, я только пою на сцене, а тут мне приходилось выполнять какие-то движения. Да, какое-то актерство проявлять, да. Была абсолютно новая для меня роль рэпера, ну и так далее, и так далее. То есть, как бы, было очень много новшеств для меня, как для человека, который выходит на сцену не первый раз. То, что я делала на сцене впервые. Ну и вообще, каждый выход на сцену для меня очень волнительный. Каждый, неважно, когда это, где, в каком мероприятии. Но больше всего вы выступаете в Кангазе, я так поняла. Да, культура Кангаза. То есть сцена для вас не новая, ничего. Да, я тоже работаю методистом, поэтому... Ага, понятно. Ну, чуть попозже вы все немножко о себе расскажете, как вы Мне себя было почувствовали. волнительно перед тем, как надо было выходить. Я была первая, это было очень сложно, нужно было разогреть зал, очень серьезное внимание обращать на первого выступающего, но в то же самое время его забывают, потому что выступающих 8 человек, и, естественно, яркость выступления забывается. Вот. Я волновалась перед выступлением, когда я была на сцене. Естественно, волнения не было, у меня было желание просто сделать все наилучшим образом и выходить из ситуаций, которые возникали во время того, как. Вот. Я импровизировала. Вот. Мне это понравилось. Как вы пришли к тому, чтобы принять участие? Где-то вы узнали об организации конкурса? Как вы решились на такое? Расскажите. Я хотела участвовать в другом конкурсе. Вот. Ну, я подошла к Олесе, Олеся сказала, давай вот в этом. Я говорю, ну, отлично. Попробуй сначала в этом, потом в следующий пойдем. Еще предстоят какие-то конкурсы, Олеся, у вас? Нет, я передумала. Дело в том, что Наталья готовилась, у нее на повестке дня, скажем так, был еще один конкурс, к которому мы готовились. Я думаю, что мы все-таки выступим, потому что я пока не раскрывайте. Пока мы не раскрываем, мы пока оставим это. Будет, увидите, посмотрите, оцените. А пока готовимся. Как вы к этому пришли? Ну, меня в первую очередь подбила приятельница. Вот она меня доставала, давай пойди, ну давай защити честь нашего села, пускай посмотрят, что из Кирсова тоже есть такие интересные творческие женщины. И в конце концов я пришла. Пришла, но не пожалела о том, что пришла. Я солидарна вот с Наташей, что действительно было очень интересно общаться. И вот такого духа соперничества как-то не было и не чувствовалось, а просто показать себя и получить от этого удовольствие. Как получилось, что я пришла и, как говорит Наташа, вот работа, дом, работа, дом, работа, дом. И в конце концов надо, чтобы в жизни было что-то интересное, такое, чтобы свежую струю. Плюс еще кухня. Да, плюс кухня, плюс вечерние ночные посиделки, потому что дополнительная работа за компьютером. И как-то отвлечься вот от этой рутины. Вот, наверное, это основное, что... Но получилось. Да, получилось. Ну, нас из Кангаза было 4. Вообще в один прекрасный Вы день. агитировали друг друга, наверное? День. Нет, мы не агитировали друг друга. Из Камрадского ДК был звонок в Кангазский ДК. От одной коллеги к другой коллеге. Девочки, а вы не хотите поучаствовать?
То есть не вы, а ты. И та коллега, которая позвонила, говорит, а можно я буду не одна? Да, конечно. И вот мы решили, что раз уж кто-то одна из нас участвует, то лучше все вместе. Вот мы и решили все 4 поддержать друг друга, скажем так, вот в таком конкурсе. И сам конкурс дал возможность нам дополнительного общения друг с другом, потому что практически 2 недели каждый вечер мы были вместе по несколько часов, придумывая эти костюмы, там, клея что-то, фантазируя, сочиняя какие-то тексты. Ну, каждый, кто мог что вложить свое вот друг в друга, скажем так. Это было очень интересно, нам между собой самоподготовка. А потом, когда были наши репетиции, мы познакомились с девочками, тоже все это дало нам очень много позитива. Я считаю, что это очень самое главное, в принципе, то, что мы друг друга теперь знаем. Вот. И такой опыт в таком деле очень, скажем так, нас консолидировал, что ли, собрал всех вместе. А это хорошо. Сегодня улыбаемся друг другу, сегодня мы красивые, сегодня мы друг друга видим, здороваемся. А вот ты помнишь, да, помнишь, вот сегодня встретились, и так хорошо, такой позитив между нами, такая энергия между нами. Для этого мы пригласили вас всех, чтобы еще раз помнили этот конкурс. Это Наталья. хорошо. Поэтому все будут так. Один за всех и все за одного. Примерно в таком. Наталья, как? Ну, я, в принципе, в визитке на сцене об этом говорила, что привело меня в участие в этом конкурсе. Это продолжение нашей хорошей семейной традиции. В свое время, в 2010 году, моя мама приняла в подобном конкурсе участие «Ах, какая женщина». Затем старшая дочь на протяжении нескольких лет одерживала победы в различных детских конкурсах красоты и таланта. Ну, решили, что неплохо было бы... Семья. Да, творческая семья красивых дам. И неплохо было бы продолжить и воплотить участие в этом конкурсе уже в моем лице. Ну, и долго я не думала, мы встретились с одним из работников Дома культуры, мне предложили, я тут же согласилась, о чем я нисколько не жалею. И хочу пожелать всем телезрительницам: участвуйте, не бойтесь, пробуйте себя, все у вас получится. Продолжение, да? Да. Олеся, скажите, как часто вы проводите такие конкурсы для женщин? Вы знаете, этот конкурс «Ах, какая женщина» все-таки Действительно, проходит. какая Да, женщина. да, это действительно так, он проходит уже 5-й год. Первый раз его провели в 2009 году, потом был небольшой перерыв, и вот на протяжении нескольких лет мы уже стараемся его воплощать в жизнь каждый год. Вы знаете, настолько действительно хорошо, настолько у нас есть много интересных, талантливых, красивых, ах, каких женщин все-таки, потому что каждый раз, с каждым годом, когда дамы к нам приходят, еще больше убеждаешься в том, что у нас очень много красивых женщин. Да и вообще у нас в Гагаузии женщины очень красивые, талантливые, интересные, энергичные. А сложно вот организовать такой конкурс, найти этих красивых женщин? Их же все-таки надо раскрыть во время конкурса. Вы знаете, наверное, с одной стороны скажу, что сложно, с другой стороны, наверное, нет, потому что иногда бывает сложно к сожалению, наших дам где-то убедить в том, что они действительно интересные, немножко стесняются у нас дамы. А с другой стороны, да, очень скромные. Но есть дамы, которые всегда готовы участвовать в таких конкурсах. И да, хорошо, без проблем, я только за. А легко в том плане, что вообще с нашими женщинами интересно работать. У нас было не так много времени для того, чтобы готовить это мероприятие, но, вы знаете, 2 недели. Но за эти 2 недели настолько много было сделано, как-то вот так вот все сплотились, и действительно вот друг за друга болели, где-то там помочь. Неважно, участница она, не участница, помочь обязательно друг другу. Да. В том-то и дело, что здесь конкуренции как таковой не было. Все правильно. Конкуренции не было. Была возможность познакомить между собой всех дам. Была возможность их сплотить. И это здорово, что даже вот сейчас после конкурса они все равно продолжают общаться. Насколько удалось все это вам воплотить?
Знаете, Вот в эта данном, дружба плане, между в данном ними. плане работать было очень легко, потому что очень хорошо, что вот все дамочки наши очень коммуникабельные, талантливые, интересные. Каждый предлагает кучу идей. Обсуждаем костюм одной участницы, каждый вносит что-то свое. Давайте вот так, а что если сделать вот так, вот так, вот так. Вот, допустим, у нас даже девочки из Кангаза были, они все делали вместе. Вот действительно не было духа соперничества, было состояние такое, чтобы выйти, показать, насколько мы классные. Организовать интересное шоу. Да. Кто вам помогал в организации? Спонсоры или все-таки это финансово немного стоит? Да, финансово это стоит, конечно, очень хорошо стоит. Мы очень благодарны мэрии города Камрата, потому что очень помогли во всем, что не попросим, да, конечно, без проблем, помогли, поняли, содействовали, и это очень приятно. Скажите, вот насколько сложно современной женщине в сегодняшних условиях совместить и работу, и семью, и кухню, еще и талант, творчество на сцене, шоу-программу. Ну, насколько это сложно для вас? Для меня не сложно, потому как я всегда стремлюсь к тому, чтобы быть чем-то занятой. Не люблю сидеть на месте, не люблю скучать. И поэтому я даже никогда об этом не задумывалась. Все как-то получается само собой, плавно вытекает одно из другого. У меня очень много увлечений, очень много занятий, которые приносят мне действительно радость и где-то даже наслаждение. Поэтому для меня абсолютно несложно. И еще у меня очень дружная семья, и с их стороны я всегда ощущаю очень мощную поддержку, очень. Поэтому огромное спасибо вам всем, моя семья дорогая, люблю вас. Даже в городе, вы еще и в Кангазе в селе. Ну, я тоже, в принципе, живу не одна, у меня мама со мной живет, у меня очень тоже дружная семья, очень много всяких домашних забот берет на себя моя мама, поэтому мне легче в этом смысле, в том числе. Это с одной стороны. С другой стороны, я тоже не люблю, когда у меня есть свободное время. Я всегда стараюсь его чем-либо занять. Я тоже очень много увлечений имею и стараюсь всегда, ну скажем так, заполнить свое время чем-то полезным для себя и для людей, которые меня окружают. Как себе делать хорошо, так и другим. Наверное, вот это вот наше желание всех нас и принесло нас на сцену в этот день, чтобы сделать хорошо не себе, а тем, кто на нас смотрит, чтобы дать возможность другим тоже прийти сегодня, посмотреть на себя в зеркало и сказать, ах, какая я сегодня красивая и какая я женщина. Наверное, после этого концерта многие сидящие в зале пришли домой и так сделали, скорее всего. Я очень на это надеюсь, что хотя бы кто-то смог оценить себя как женщину после того концерта. Ну, в отличие от моих подруг, уже так скажем, у меня практически нет свободного времени, поэтому я его очень люблю, когда оно появляется. И это время стараюсь использовать с пользой, так скажем. Поэтому для меня было несколько сложновато совмещать работу, потому что я работаю не в одном месте, и где-то выкраивать время на репетиции, прибегать. В то же время уделять подготовке костюма, в то же время уделять подготовке визитной карточки, потому что, к сожалению, среди моих членов семьи таких вот, которые могли бы в этом реально оказать помощь, нет. Одни слишком маленькие, другие далеко находятся. Поэтому приходилось все делать самой, своими руками. Ну, по ночам, где-то по полночи. Было сложновато, но удалось. Удалось вот за те короткие, буквально у нас 2 репетиции были. Все сложилось. Все получилось. Да, у меня тоже так же абсолютно было очень тяжело. Если бы мне вначале не сказали,
что обратного пути нет. И вы можете не говорить нам, что вы не согласны участвовать, я бы отказалась. Вот. Но у меня не было выбора. Я сказала да. Я сказала да. Вот. И мне пришлось нести эту ношу. Но сейчас, конечно, утрирую. Если бы не мои друзья, я бы не справилась, потому что, допустим, приветствие, визитка, я не могла ее самостоятельно сформировать, мне помогли. Вот. То есть очень тяжело рассказывать о себе на самом деле. Ты можешь рассказать о ком угодно, потому что ты знаешь. А о себе, ну, это, во-первых, не скромно. Говорить о себе, каков ты. Вот. Поэтому... Хвалить себя. Ну да. И поэтому мне помогли это сделать. Вот вы представляли визитки, рассказывали о себе. Вот узнали вы что-то новое о себе? Что-то новое о себе? Чего не подозревали? Нет, я наоборот очень рада, что мне помогли это сделать, и я сказала себе то, кем я являюсь. Я не преувеличила и не преуменьшила. Олеся, жюри одни мужчины у вас были. Да. Почему такое решение? Потому что женскую красоту никто другой так не может четко и правильно оценить, как мужчина. Почему? Может, женщины женскую красоту оценят? Возможно. Но настолько точно, я думаю, что все-таки нет. Потому что все равно, когда женщина пытается, пускай женщина говорит о том, что она для себя прихорашивается, для себя делает, ну, в случае, в первую очередь, она делает для того, чтобы мужчины обращали внимание, соответственно, ей будет приятнее, она будет себя чувствовать счастливее, интереснее. Поэтому мы все-таки решили, что на данный момент именно мужчины способны оценить женскую красоту. И я думаю, что мы не прогадали с членами жюри. Продали жюри? На все 100%. Очень серьезный и солидный мужчина. О таких, говорят, мечтали быть женщины. Заместитель председателя Народного собрания Гагаузии Александр Тарновский. Человек, который написал о женщинах немало песен и еще больше о них спел. Шубы и настоящие. Скажите, вы давно работаете в Доме культуры? Какие еще мероприятия проводятся в Камбарском доме культуры? Кроме этого. Ах, какая женщина. Вот сейчас провелось мероприятие «Какая женщина», в котором мы решили задействовать женщин, если это были женщины после 45 лет, то сейчас мы решили задействовать дам, которые до 45, от 30 до 45, потому что именно вот в этом возрасте, как так вот уж сложилось, повелось, что женщинам на сегодняшний день негде себя проявить в такой сфере. Поэтому мы решили этот возраст использовать. Для молодежи у нас есть, вот в феврале обычно проводятся мероприятия новобранцы. Для молодых ребят, да, в этом году тоже проводили, было очень интересно. Там действительно был конкурс, шоу-конкурс, но все-таки больше конкурс. Команды школ 9-12 класса. В основном участвуют школьники? Да, в основном школьники. Лицеи? Да, лицеи, гимназии реже, потому что как бы там, если только 9 класс. Конечно же,
Да, часто ездит элегия. Это ансамбль скрипачей, тоже профессиональный коллектив. Польская танцевальная. Польская община, да, танцевальный коллектив польской общины тоже. А Сиренсо это тоже ваш коллектив? Сиренсо тоже наш коллектив, да. Сиренсо, но они, наверное, верны своей традиции, они всегда отстаивают Дом культуры, они всегда находятся рядышком с нами. Духовой оркестр. Кстати, вот буквально на днях духовой оркестр отпраздновал свое 45-летие. Тоже был очень интересный концерт. И наши коллеги из Кишинева, радио Молдова, помогли, чтобы об этом коллективе узнали больше и транслировали в прямом эфире. Тоже был очень интересный концерт. То есть можно сказать, что сегодня у нас есть достаточно коллективы, кружки, куда молодежь может приходить и принимать участие? Да. Есть. Может быть, не на все интересы. Было бы здорово, если бы открыли, например, театральный кружок. У нас есть театр муниципальный. Если бы открыли театральный кружок, театр было тоже бы интересно. К Дому культуры? Театр нет, театр не относится к Дому культуры. Он самостоятельная, самостоятельные, скажем так, единицы, но мы работаем вместе, мы работаем сообща, мы тоже друг другу помогаем, так как мы находимся в одном помещении Дома культуры рядышком, мы всегда готовы прийти друг другу на помощь. Спасибо. Вернемся к нашим участницам. Вы знаете, наверное, как и меня, так и наших многих телезрителей заинтересовали ваши костюмы. Если можете, прокомментируйте, как вы готовили эти костюмы. Это мой костюм. Это образ Шер. Перед тем, как сделать костюм, я посмотрела в интернете много ее клипов. Вот. И самый последний клип был с париком из газет. Она поет о женщинах мира. Мне показалось это интересным. И с чего я начала, это парик. Вот. Из чего парик? Парик из газет. Вот. Мне помогли его сделать, потому что первоначально у меня не было времени этим заниматься. Вот. Кто помог? Ее зовут Лиля, она при Доме культуры занимается костюмами. Вот. Там очень много бумаги ушло. Это все клеилось на шапочку для волос, когда вот идешь в душ. Вот. Мне очень нравится этот парик, я от него в восторге. Вот. Платье делала самостоятельно. Мы с дочкой купили пакеты для мусора. Фиолетового цвета. Это пакеты для мусора? Это пакеты для мусора, да. Мне хотелось что-то веселое, вот. Но в принципе у Шер такое платье черное я видела. Но мне подумала, что будет веселее, если оно будет фиолетовым. Корсет у меня был, на корсет я нашила эти пакеты. Присборила снизу. Самая большая проблема была, это, как вы видите, шлейф. Он у меня запутался в каблуках. Вот. И в конце концов он оторвался. Это вы сейчас автограф? Да, это я фотографы раздаю детям. Вот. Это было у вас организовано? Да. Это было организовано. Вот моя дочка там находится. Это моя подруга. Вот. Это было в сценарии. Да, я ходила в образ. Естественно, я растерялась, я не сделала то, что запланировала. Потому что упустили? Упустила. Первоначально я должна была двигаться по-другому. Вот, но из-за того, что шлейф запутался в моих ногах, потом с поклонниками по-другому должно было. Но зрители этого не заметили. Но зрители не заметили абсолютно. Все было органично. Я вообще люблю импровизировать. Все, импровизация абсолютно. Я вхожу в кураж, мне нравится и все. Главное не переиграть в этот момент. Вот. Ну, я думаю, было пару таких моментов, где я переиграла. Что вы здесь делаете? Я подписываю автограф и с губами я отдаю члену жюри. Тарнавскому Александру. Вот. Ну, это было интересно. Вот тут вот, если бы не было этой заминки, опять запутался шлейф. Вот.
мне приходилось его очень... Да. Это хорошо, что камера не увидела это все дело. Это видно только, когда я поднимаюсь на сцене. Вот, порвалась. Ну, я думаю, всякий костюм перед тем, как выходить на сцену, нужно опробовать. Я его не опробовала, поэтому получилось. Вот. А остальное все мне понравилось, было здорово. Это творческий номер, в котором я пою песни о маме, пою вместе со своим младшим сыном, правда, он в конце там буквально со мной куплет поет. Здесь меня очень ругали зрители потом, и все мои коллеги, и даже жюри, потому что я практически всю песню пела закрытыми глазами. Если обратите внимание, да, я почти всю песню пою закрытыми глазами. Я была в образе. Я просто старалась передать все то, что я чувствую в этой песне, да, зрителю. И когда девочки из Гагаузского театра потом сказали мне, ну, говорит, ты заставила нас всех заплакать, и я считаю, что я выполнила свою работу, скажем так, на отлично. А то, что были закрыты глаза, и то, что это было некомфортно, может быть, первым рядам меня не видели глазами, или, может быть, камера где-то мои глаза не сняла, ну, я думаю, что это не такой большой минус. Нет, это вообще даже не ошибка. Вот. Но должно быть ошибка, что я, в принципе, очень давно мечтала спеть песню о маме, очень давно. У нас в Кангазе проходят концерты 8 марта, всегда их готовят мужчины. Нам не дают возможность спеть о женщинах, и для мам. Поэтому я использовала этот случай специально для того, чтобы спеть именно о маме. В зале сидела моя мама, и я, в принципе, посвящала эту песню моей маме 57. Вот. И я посвятила эту песню всем женщинам, которые сегодня уезжают, оставляют своих детей, потому что песня в основном смысл «Мама, где ты, мама?» в припеве. Очень много сегодня у нас таких женщин, вы знаете об этом. Женщины, которые могут быть, должны быть рядом со своими семьями, с детьми, с мужьями, к сожалению, приходится уезжать. Вот. Я даже сейчас вот говорю, у меня мурашки по телу идут, потому что для меня эта песня очень большое значение. У меня все-таки вопрос. Вы поете с закрытыми глазами. Да. Почему? Мне кажется, что тем самым я лучше могу передать смысл того, что я пою, это раз. А во-вторых, если честно, когда видишь зал, то, наверное, отвлекаешься от того, что ты изображаешь, и что ты поешь, что ты хочешь отдать. И именно в таких песнях, когда я пою такие глубоко осмысленные песни, то я стараюсь быть отрешенной от всего, что вокруг меня, для того, чтобы отдать себя всю тому, что я делаю. Это потому что песня, которая имеет глубокий смысл, и она должна была войти в душу каждого зрителя. Ну, наверное, в какой-то степени, когда ты видишь, как улыбается мама, которая смотрит на тебя, и ты поешь в это время, она была, наверное, не могла ее не видеть. Поэтому, хочешь не хочешь, я старалась от них, вот, от своих близких особенно, для того, чтобы остальные зрители услышали и увидели, что я пытаюсь им отдать с помощью этой песни. Наверное, так. Почему я выбрала Земфиру? Мне нравится ее творчество, мне нравится рок. Вот. И мало слушаю популярной музыки, которая сейчас крутится на радио, телевидении. Поэтому я не знала, что выбрать, чтобы все это знали, слышали, и чтобы оно было интересно для меня. Поэтому я взяла Земфиру. Ну, это известная песня. Насколько вы смогли передать то, что планировали? Я думаю, что это такой период, я давно не была на сцене, не пела, поэтому все сделать то, что я хотела, у меня не получилось. Ну, не сказать, что это совсем плохо. Я вообще очень требовательный человек к себе, поэтому я бы сказала, не могу сказать да или нет. Вот. Как оно есть. Вы вот передаете песню в платье в черном. Это специально или просто... Для чего выбрали черный цвет? Ну, я долго смотрела, какой костюм больше всего подойдет к этому платью. И мне показалось, что это больше всего подходит к нему. Поэтому я выбрала черный. Насколько вы комфортно себя ощущаете? Я себя комфортно ощущаю на сцене, на самом деле. Для меня не было проблем выступать до того, как выйти, очень страшно. И после, когда выходишь, думаешь, что же я ничего не сделала. Сначала расскажи, как готовила такой костюм. Откуда такая идея вообще? Идея основана на эмоциях. Из чего костюм?
из моего внутреннего мира. Нет, я имею в виду материал. Материал, значит, я использовала обычный материал, который можно встретить в любом цветочном магазине. Ага. Мужчины дарят нам в такой бумаге цветы. И я решила себя в такой материал завернуть. С ним очень легко работать на самом деле, вот, что касается моделирования, формы. Как возникла идея, вот я говорю, на своих эмоциях. Сегодня я ангел белый пушистый, через полчаса я могу превратиться в фурию, в такую маленькую ведьмочку на метле. Поэтому этим костюмом я решила характеризовать внутренний мир и существо любой женщины, потому как каждая из нас такая. Кого-то мы любим безумно, нежно, и в тот же момент мы можем кого-то ненавидеть. И поэтому вот сочетание белого-красного – это мое любимое сочетание цветов. Крылья готовил мой супруг. Он придумал форму, сварил их из железных прутьев. А дальше уже мои дети вместе со мной и с моей мамой фантазировали, как это воплотить в реальность. Поэтому я думаю, интересный костюм получился. Что вот эта вот крайность в нас, в женщинах, существует всегда. И этим, наверное, ну, прекрасно. И заканчивается вот презентация моего костюма тем, что неважно, сегодня она ангел или сегодня она демон, любая женщина богиня. Поэтому вот я хочу, чтобы каждый мужчина воспринимал женщину именно не как ангела, а как демона, а как настоящую богиню. И каждая женщина чувствовала себя. И каждая женщина чувствовала. Пожалуйста. Творческий выход, значит, так получилось, что у нас все участницы, 8, поющие, в том числе и я. Ну, и вначале, когда вот мы перед проведением конкурса стали делиться, кто чем будет удивлять зрителя, оказалось, что все хотят петь. Ну и тут организаторы конкурса убедили меня в том, что все-таки нужно станцевать. Давно была мечта станцевать. Мечтала, конечно, станцевать с брутальным хореографом танго, но цыганочка тоже нормально. Потому как, опять же, продолжая семейную традицию, моя мама, когда участвовала в конкурсе, танцевала цыганочку. Я говорю, ну, коль уже продолжаю я эту семейную традицию, есть буду я рыжей цыганкой, да, цыганка-блондинка, это тоже что-то творческое. Да, вот. Ну, не скажу, сколько я килокалорий и энергии потеряла, пока я отрепетировала этот танец, потому как танец начинается медленно, и с каждым 8 тактов проходит, и ритм все ускоряется. Танец длится ровно 2 минуты, но эти 2 минуты забирают очень много энергии. И теперь я так уважаю всех цыганок, они такие вообще молодцы. Я когда смотрю, что они танцуют по 5, по 8, по 10 минут, я говорю, вот так вот, когда смотришь, вот понимаешь, так легко, вот даже крутить эту юбку. Здесь, кстати, юбка в объеме, в радиусе 13 или 16 метров. Сшила костюм сама, было интересно шить, нервы были на пределе, но, в принципе, все получилось. Единственное, хотелось побольше рюшек, но из-за того, что ткани много, юбка была тяжелая, она с меня постоянно сползала. И вот единственное, о чем я волновалась, чтобы не упала юбка на сцене. Все остальное восприняли бы, что так должно быть. Все остальное получилось. Единственное, потом бусы зацепились за руку, но в конце, да. Вот так я падала после каждой своей репетиции дома и решила дальше упасть на сцену. Правильно, актеры свой путь тоже с этого начинают. Как правильно падать? Это вся грусти. Это я в образе Жанны Агузаровой. Костюм, как я сказала, уже делала сама. Ну, почему я выбрала Жанну Агузарову? Потому что, хотелось показать какую-то эпатажную личность, неординарную личность, потому что по жизни я, достаточно серьезный человек. По крайней мере, меня так большинство знает, как очень серьезного человека. А тут вот совсем в другом образе. Вот это фольга. Фольгу мне сверху помогла степлером скрепить та же самая приятница, которая вот меня подвела под монастырь. А костюм трансформер, вы сейчас убедитесь, в чем его суть.
Ну, тут немножко коса моя рыжая, и вместо желтой ботинки, пакеты обычные. Как я видела, Чулки? да, как я видела, залу это было очень смешно. Желтые ботинки. Под этой фольгой у меня резиновые перчатки. Получилось так, что я пошла в аптеку и сказала: дайте мне 100 штук резиновых перчаток. Мне выдали целую упаковку. И я решила их нашивать на одежду. Целую ночь потратила на то, чтобы надувать эти перчатки. Мне очень хотелось, чтобы перчатки выглядели смешно, растопыренными пальцами. Утром просыпаюсь, мои перчатки все сдулись. Это перед конкурсом? Это я 3 ночи подряд делала себе костюм, да. Просыпаюсь утром, мои перчатки сдулись. Вот вы сейчас убедитесь в том, что у меня под низом. И потом мне пришлось их перешивать заново, потому что они выглядели, ну, не совсем как перчатки сдувшиеся. И я нашивала их по новой, но когда срывала с себя вот эту вот всю фольгу, чего у Жанны Агузаровой, конечно, нет, но мы решили показать вот ее необузданность, что у нее иногда она непредсказуема, и у нее сносит крышу иногда, и это я решила продемонстрировать. Очень тяжело было по темному залу двигаться в черных очках. Ага. Но ничего, справилась. А тут решила пообщаться немножко с членами жюри, вот поменяться одеждой. Чья шляпа? Конечно, Бориса Новака, он был в жюри у нас. Ну, и обменяться с ним головными уборами. Вы видите, как он воспринял это все, ему все нравится. Ну, он тоже творческий человек. Да, поэтому сделала попурри из песен Жанны Агузаровой, потому что, чтобы не было скучно одну мелодию, она практически сама по себе на сцене очень мало двигается. И вот хотелось немножко так разнообразить ее, но некоторые перчатки оборвались, когда я срывала с себя фольгу. Оператор тут хотел показать поближе перчатки, я так понимаю, да? Сложно было вот играть этот образ Жанны Агузаровой? Не совсем сложно, нет. Если уж импровизировать, придумывать что-то, вот я сначала думала, что же показать, она действительно мало двигается, а должно быть интересно. А вот это уже творческий конкурс. Ага, если творческий. Это творческий конкурс. Вообще мне всегда больше удаются вещи лирические, мелодичные, такие более грустные, более печальные. Но я понимала, что нужно зал зажечь и завести, поэтому решила такую веселую песню спеть, которую очень любит мой сын, который поет и танцует вместе со мной, поэтому решила про Светика спеть. О чем песня? Где ты ходишь без меня, с кем ты ночки коротаешь. И мне помогал наш образцовый танцевальный коллектив «Лале». Вот они такую плясовую русскую сплясали сзади. Очень благодарна этим деткам, они такие умнички. Фактически мы с ними не репетировали ни разу. Они пришли, станцевали, поддержали меня. Я белая, пушистая, шампанская, игристая. На самом деле я где-то ощущаю себя такой белой, пушистой, игристой. Но не всем дано это увидеть и убедиться в этом. Когда коллектив танцует, это помогает вам во время песни? К сожалению, или вы их не видели? Я их не видела. Я даже не просекла, скажем так, когда они появились, потому что я смотрела в зал, смотрела на своих близких, общалась где-то с ними. Ну где же ты? Только потом уже в проигрыше отошла, чтобы посмотреть, что они там делают, как они танцуют. Не знаю, веселая песня, мне кажется, что тоже как неплохо получилось. Хлопали, аплодировали. В первых рядах я видела, что, не знаю, незнакомые люди, но как-то вот поддерживали меня. А сын у меня сидел в первом ряду, он пел вместе со мной и вырвался буквально на сцену. Может быть, тут будет видно. Вот эти малыши, маленькие танцоры, они вообще умнички. Это коллектив «Лале». Да, кирсовский танцевальный коллектив «Лале». Можно сказать, все село поддерживало вас. Да, приехали подруги, приехали близкие.
Ну что ж, подведем итоги нашей передачи. К сожалению, время ограничено, мы уже больше часа тут обсуждаем эту тему. И напоследок хочется вас спросить, как вам понравилось участвовать в конкурсе, ваше последнее впечатление и пожелания нашим телезрителям, тем женщинам, которые наверняка где-то в глубине души даже позавидовали вам, что вы такие смелые, красивые, все-таки приняли участие в этом конкурсе. Наташа, давайте с вас. Я на протяжении всей нашей передачи говорю о том, что мне очень понравилось, впечатлений масса, причем они неизгладимые. Всю неделю после конкурса я еще ходила в таком позитиве, полном, под впечатлениями. И хочу сказать огромное спасибо прежде всего организаторам данного конкурса, потому как девчонки очень креативные. У нас сразу, скажем так, наладились хорошие отношения. Мы работали в творческом тандеме, квартете, квинтете, неважно. Но факт в том, что кроме эмоций приобрела самое важное. Познакомилась с замечательными людьми, и чему я очень благодарна. И, конечно же, я призываю всех наших телезрительниц: не бойтесь, участвуйте в таких конкурсах, потому что мы порой сами не знаем, на что мы способны и сколько в нас всего хорошего. И как можно раскрыться, спит, да. И вот когда предоставляется такая возможность, то обязательно нужно себя попробовать, чтобы разбудить все эти творческие порывы, которые в нас теснятся внутри нашего маленького мира, и дарить их не только себе, своим близким, но и всем тем зрителям, которые приходят и поддерживают нас. И конкурс принес нам позитивные эмоции. Я желаю, чтобы все те, кто имеет хотя бы немного любви к себе, в последующих конкурсах участвовал. Потому что женщина, когда имеет возможность показать, какая она, она должна это делать. Потому что она смотрит на себя с другой стороны. Я когда посмотрела на себя, на царицу Нефертити, я думала: Господи, неужели это была я? Неужели я смогла все это? И вот так я не верю до сих пор, что вот я смогла вот этот образ сделать именно. Огромное спасибо, конечно, девочке, которую мне Камрадский ДК предоставил, которая не то что помогала, которая направляла меня в этом номере, но этот номер, именно этот образ помог мне понять, что я могу быть абсолютно разной. Вот такой я еще никогда не была. И поверьте мне, в каждой из нас, в каждой женщине, в каждой телезрительнице, в каждой гагаузочке, молдаваночке, неважно по какому, кто мы есть вот такое что-то скрытое, которое должно раскрыться, которое должно выйти наружу, и которое должны люди увидеть вокруг. Ну, у меня как-то так получалось, что и на репетиции, и на сам конкурс я буквально попадала как с корабля на бал. Все время какими-то набегами, все время какими-то короткими наскоками, так скажем. Поэтому я еще даже не распробовала, что это такое было. Поэтому, наверное, как сказала Наташа, мы требуем продолжения. Может быть, есть у организаторов какая-то идея, какой-то клуб создать, где мы бы могли делиться своими идеями, своими талантами, кому-то помогать, что-то организовывать, потому что на самом деле это очень интересно. Я сама себя не поняла, насколько я могу выглядеть как взбалмошная певица. Студенты мои, которые меня знают совсем в другом характере, в другом облике, спрашивали: Ольга Ивановна, вы что, петь умеете? И я говорю: ну, если понравилось, значит умею. А что вас удивляет? Они говорят: ну, учительница и поет. Как-то я логики не вижу, правда, почему учительница не может петь. Уже они молчат. Учительница строгая, учительница, и вдруг... Уже они молчат насчет того, что я рискнула выйти в таком виде неординарном на сцене и пройтись. Поэтому... А было интересно? Было интересно, да. Не знаю, я как-то вот не то что гнала от себя мысли, но не допускала, что ты делаешь, почему ты выходишь в таком виде на сцену. Да, это было отличное приключение. Это было весело, это было интересно. Развиваться — это значит идти. Идти и не бояться. Потому что страх — это
не знает, когда ты не знаешь, Тормоз что какой-то. будет. Да, когда ты не знаешь, что будет дальше, ты начинаешь бояться. А если откинуть вот это вот желание контролировать и просто идти вперед, я думаю, можно достичь уверенно, можно достичь многого. Олеся, участницы требуют продолжения. Банкет. Ну, что вы можете Во-первых, сказать? я хочу сказать о том, что спасибо большое, девочки, за то, что вы приняли участие. К сожалению, те, которые сегодня не находятся здесь с нами. Хочу тоже высказать огромное спасибо, потому что благодаря вам, наверное, мы тоже стали немножко интереснее, немножко креативнее, более позитивными. После этого мероприятия появилась еще куча идей, очень много. Желаний, идей. Сейчас, скажем так, наша творческая лаборатория работает без перерыва. Но у вас 8 участниц, 8 помощниц, можно сказать. Смотрите, они готовы вам помогать. Да, кстати, буквально так. У нас будет в скором времени очень такое интересное мероприятие. Все-таки интригу я сохраню, пока не скажу какое-то, для того, чтобы телезрители имели возможность отслеживать. Чуть-чуть попозже. Ну, И наши девочки обещались нам помочь. да. И я очень этому рада, потому что мы все равно продолжаем общаться, продолжаем делиться идеями. А нашим телезрительницам я хочу сказать, приходите в Дом культуры, следите за тем, какие мероприятия у нас будут. У нас всегда очень интересно, очень весело, креативно, позитивно и душевно. Не бойтесь участвовать в различных конкурсах, мероприятиях, потому что это настолько здорово. Вы можете себя проявить, вы можете прийти отдохнуть, вы можете рассказать, как вам было классно, как вам, может быть, не всегда интересно и хорошо, но придя в Дом культуры на мероприятие, и особенно в качестве участников и участниц, поверьте мне, вы будете чувствовать себя намного интереснее, более комфортно, и вам это будет здорово. Спасибо. Дорогие телезрители, передача «Дискуссия» подошла к концу. Напомню еще раз, что гости в студии были Наталья Димча, победительница в номинации «Ах, какая экстравагантная». Спасибо вам, Наталья. Ольга Третьяк, победительница в номинации «Ах, какая шикарная». Спасибо, Ольга. Наталья Автутова, победительница в номинации «Ах, какая гламурная». Спасибо, девочки. И Екатерина Дереволкова, победительница в номинации «Ах, какая креативная». Спасибо вам за участие. А также организатор мероприятия Олеся Барладян, методист Дома культуры города Камрад. Спасибо вам, Олеся, за организацию и за таких прекрасных дам и за участие в нашей программе. Спасибо большое. Мы хотим тоже вам выразить свою благодарность, потому что благодаря таким людям, как вы, наш народ знает и видит, что у нас происходит. И, может быть, благодаря этому они больше подтягиваются к нам и заявляют желание участвовать. Спасибо. Я рада, что мы работаем не зря. С вами была ведущая Елизавета Ротарь. Спасибо за внимание.